Алкоголизм приобрел в нашей стране характер национального бедствия. Напомню, что по данным Минздравсоцразвития в России на каждого человека, включая младенцев, сегодня приходится около 18 литров чистого алкоголя, потребляемого в год. Сами можете пересчитать это в количество бутылок водки, дух захватывает. Это более чем в 2 раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения определила как уровень опасный для жизни и здоровья человека. И естественно, что этот уровень просто грозит деградацией нашей стране, нашему народу. Привет, дорогой россиянин. Ну вот, казалось бы, Дмитрий Анатольевич говорит здравые слова. Сначала признание, потом обсуждение, а в конце концов полезные действия. Ну и какие же полезные действия сделало наше государство? Ужесточенные условия производства и оборота алкогольной продукции. Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного. Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Мероприятие довольно серьезное, а если честно, то какой эффект получили на выходе? Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменениях говорить не приходится. Ну нет, но так же не бывает. То есть, если ты прикладывал какие-то усилия, старался, то обязательно что-то должно было произойти. Дмитрий Анатольевич, наверное, просто скромничает. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно. Ни в чем, нужно честно об этом сказать. В общем-то, это как бы вся суть нашей власти. Ну а если честно, то с алкоголизмом и с вырождением нашей нации действительно серьезные проблемы. Роспотребнадзор говорит, что сейчас в России чуть более 5 миллионов алкоголиков. И ежегодно по причинам прямо или косвенно связанным с алкоголизмом умирает порядка 500 тысяч человек. Друзья, это население городов Астрахани или Рязани. Только с острым алкогольным отравлением в год в больницы поступают 40 тысяч человек. А это сравнение потребления алкоголя в мире на 2005 год. Голубой цвет меньше 200 мл на душу населения. Зеленые цвета от 5 до 10 литров на душу населения. Ну и, наконец, желтый цвет больше 18 литров. Что это? Действительно ли это национальная черта России? Или кто-то зачем-то спаивает россиян? Но для начала давайте попробуем разобраться с мифами о пользе алкоголя и даже отсутствии вреда от низких доз алкоголя. Ну и по пути разберемся, что вообще происходит, когда алкоголь попадает в организм. Очень часто сторонники малых доз говорят, что, алкоголь не может быть вредным, потому что он есть в организме. То есть есть эндогенный этанол. Друзья, для начала я вам открою тайну, что в организме есть еще куча химических соединений, которые я бы вам не рекомендовал нативно пробовать. Итак, в крови здорового человека обнаруживается до 0,1 промилле алкоголя. Но если человек не пил, то откуда он взялся? Во-первых, этанол является естественным метаболитом некоторых биохимических циклов внутри клетки, а во-вторых, при брожении некоторых продуктов прямо в кишечнике образуется этанол, который всасывается в кровь. Окей, почему тогда мы не пьянеем? Потому что этот алкоголь, преимущественно в печени, преобразуется алкоголь-дегидрогеназы в токсический метаболит, ацетальдегид, уже который в дальнейшем посредством ацетальдегид-дегидрогеназы преобразуется в уксусную кислоту, которая в дальнейшем включается в другие метаболические циклы. Сложно! Ну вот, Арс, ты же сам показал, как алкоголь метаболизируется печенью в безопасные продукты. Друзья, тут все немножко сложнее. Химическая кинетика нам говорит, что превращение этанола в этаналь, то есть в ацетальдегид, является химической реакцией нулевого порядка, а это значит, что скорость этой реакции лимитирована, то есть независимо от концентрации этанола в крови, скорость превращения его в ацетальдегид является постоянной. Почему так сложно? Представим себе среднестатистического россиянина весом 70 килограммов, трезвого, и, по идее, в сутки его печень может безопасно перерабатывать 35 миллиграммов эквивалента спирта. И вот нам после этого говорят, что, в принципе, вы можете бахнуть соточку водки, это примерно 35-40 миллиграммов эквивалента спирта, и вам ничего не будет. Но почему-то забывают, что скорость его превращения в печени, в метаболиты, она ограничена. И в среднем не больше 10 миллиграммов эквивалента спирта перерабатывается в
час. И по идее вот эту рюмочку в 100 мл необходимо бы разделить на 3-4 порции и выпивать ее каждый час. И тогда вроде бы все должно быть нормально. Но возникает вопрос. Какой в этом смысл? И кто-нибудь пьет для того, чтобы просто выпить и не опьянеть? Да нет, конечно. Ведь чувство опьянения наступает именно в тот момент, когда печень уже не справляется с детоксикацией этанола. Но даже если вы будете принимать 10 мг эквивалента спирта каждый час, то это все равно выше физиологических норм. Я ведь не зря сказал, что второй продукт в цепи превращения алкоголя, этаналь или ацетальдегид, является токсическим веществом. И если первый фермент в этой цепи у вас работает нормально и успевает, то вот второй уже может запоздать. И тогда произойдет накопление ацетальдегида, и последствия его накопления тоже весьма плачевны. Итак, ты уже понял более-менее, как работает система по обезвреживанию алкоголя и что происходит с ним в организме. Теперь мы чуть ближе приблизимся к механизмам спаивания народа. В 2015 году была написана очень интересная научная работа о роли соотношения этанола и ацетальдегида в организме народов Севера. В частности, было установлено, что у народов Севера в летнее время в крови содержится порядка 25 ммоль на литр этанола, а в зимнее время его количество всего лишь 15 ммоль на литр. Чтобы не пересказывать всю работу, скажу, что коэффициент Спирмана и Стьюдента в этой работе говорят о достоверности полученных данных. Итак, к каким выводам пришли ученые? С наступлением зимы на севере возникает своего рода стресс для организма, при этом дыхание у людей становится поверхностным, и коэффициент насыщения эритроцитов кислородом он снижается, а соответственно и выхлоп энергии при классических, назовем их так, реакциях в организме тоже снижается. И в этот момент включаются самые древние механизмы по добыче энергии для организма, то есть разложение спирта, эндогенного спирта. Но эндогенный спирт имеется лишь в ограниченном количестве в организме, и если человек живет под постоянным стрессом, то количество его эндогенного спирта, оно заканчивается. И именно в этот момент, если есть возможность, а она в России всегда есть, человек тянется к рюмке. Таким образом, получается, что стресс является одной из причин, по которой люди пьют, а не потому, что люди тупые и глупые. Кроме того, многие ученые, в том числе и токсикологи, занимающиеся этанолом, называют его наркотическим веществом. И по праву его так называют, потому что он обладает характерным действием на центральную нервную систему. Я понимаю, в перечень наркотических веществ он не включен, потому что он обладает лишь схожим действием. Кроме того, в его действии наблюдается стадийность, и первая стадия – это возбуждение, обусловленное активацией дофаминовых рецепторов. В этот момент человеку начинает казаться, что а жизнь не такая плохая штука, цвета вокруг становятся ярче, появляется некий гиперкинез, человеку хочется немного пританцевать. Это порядка 15-20 мг эквивалента спирта, что равняется приблизительно бутылочке пива 0,5. А дальше начинается активация ГАМК-системы. ГАМК, или гамма-аминомасляная кислота, является главным тормозным медиатором центральной нервной системы, и при поступлении в организм этанола в количестве от 20 до 60 мг появляется некая заторможенность, движения становятся плохо контролируемыми, нарушается мимика лица, речь становится медленной и неконтролируемой, мысли скачут с одного на другое. А дальше уже тяжелая степень опьянения – это острая алкогольная интоксикация, просто картинным маслом для России в сегодняшние дни. Естественно. Почему я называю алкоголь наркотиком? Потому что есть стимуляция дофаминовых рецепторов, а это все равно, что принимать МДМАшечку. Хочешь МДМАшку, Юра? Да, амфетаминовая немножечко. Ты МДМАшку будешь? Дай, петулю, дай, пожалуйста. Давай, да, я сейчас достану. Конечно, алкоголь действует намного слабее, но механизм одинаковый. Кроме того, при постоянном употреблении тот самый токсический ацетальдегид образует комплексы с нейромедиаторами и образуются морфиноподобные вещества. Да, они названы так, потому что они действуют точно так же, как морфин. Я надеюсь, никому не нужно доказывать, что морфин это наркотик. И как только идет первая стимуляция дофаминовых рецепторов, начинается привыкание. Нет, я сейчас не говорю о физическом привыкании, появляется психическая зависимость. Человек понимает, что, под алкоголем-то все класснее. Под алкоголем и танцую я лучше, и мир вокруг красивее, да и сам я красавчик. Начинается психическая зависимость. Психическая. И с каждым приемом алкоголя, даже малых доз, если вы чувствуете опьянение,
то идет приближение именно к физической зависимости, когда уже ваши дофаминовые и гаммакергические нейроны просто без дополнительной дозы спирта не будут запускаться. Именно это испытывают хронические алкоголики, когда им нужно бахнуть рюмочку, например, с утра, потому что мозг тупо не заводится. Тупо не хочется хорошего настроения ему без этой рюмашечки. А может быть еще и гаммакергическая зависимость. Но там все намного сложнее и хуже. Там развивается уже белая горячка. Итак, получается некий такой порочный круг. Под воздействием стресса плохая экология, нет еды, нет зарплаты, ссоры в семье, скандалы. Запасы эндогенного спирта снижаются, и человек начинает употреблять экзогенный алкоголь. Пока ситуация со стрессом не изменится, это билет в один конец. Короче говоря, пока в стране жопа, с алкоголизмом покончить мы не сможем. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Нет, конечно, нейроны вместе с мочой не выходят из нашего организма. И тромбы из эритроцитов тоже не образуются в капиллярах. Но образуется кое-что другое. Существует такое понятие, как монетные столбики. Давай я тебе покажу. Вот так выглядит образно ток эритроцитов в сосуде небольшого диаметра. Как мы видим, эритроциты свободно перетекают и не склеиваются между собой. Это обусловлено отрицательным зарядом на поверхности мембран эритроцитов, создающимися специальными веществами, гликофоринами. И как ты уже мог догадаться, именно эти молекулы повреждаются спиртом. И тогда способность эритроцитов отталкивать друг друга, она снижается. И эритроциты начинают слипаться и образовывать так называемые монетные столбики. Теперь смотри, вот это ток крови в капиллярах. Сосуд настолько тонок, что через его сечение в единицу времени может проходить только один эритроцит. Мало того, что у слипшихся эритроцитов снижается активная поверхность для обмена кислородом, так они еще могут образовать здесь виноградные грозди, которые закупоривают микрососуд. И получается, что как бы тромба нет, но эритроциты слиплись. И получается, что однозначно какие-то нейроны испытывают гипоксию, то бишь кислородное голодание. Я уже не говорю о задержке продуктов жизнедеятельности самих клеток, которые теперь тоже выводятся с меньшей скоростью. Кроме того, сосуд закупорился, а давление в нем продолжает быть таким же, но постепенно нарастает, и в конце концов образуется разрыв маленького капиллярчика и образуется микрокровотечение в головной мозг. Ну и напоследок хочу сказать, что приблизительно в 2005, 2006, 2008 годах были проведены исследования, которые говорили о пользе алкоголя, о том, что он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, он хорошо оказывает влияние на кровь, и что у него нет никакого повреждающего действия, например, на желудочно-кишечный тракт. То есть вы как бы пьете спирт, вещество, которое в больших концентрациях используется как антисептик, то есть вещество, разрушающее микроорганизмы, а вашему организму как бы все равно типа... Нет, друзья, так не бывает. И в 2015 году была написана большая исследовательская работа в Великобритании, которая говорит, что старые исследования, которые говорят о пользе и безвредности алкоголя, в общем, там подобрали как нужно людей для того, чтобы получились соответствующие результаты. Ссылочки на все пруфы, на все есть, конечно же, в описании к видеоролику. Но и, друзья, на самом деле действие алкоголя на организм огромное. То есть можно разбирать по отдельному органу, по отдельным системам. И я думаю, что если у кого-то остались вопросы, и вы хотите их задать или обсудить, то приходите сегодня на стрим, ссылочка будет... Первая ссылочка в описании к этому видеоролику. Прям заходите туда, ставьте колокольчик, который вам напомнит о том, что сегодня стрим, и когда он начнется, вы попадете прямиком туда. Подытоживая же, хочу сказать, что официально на сегодняшний день на каждого гражданина России приходится порядка 11 литров чистого спирта в год. И пусть эта цифра отличается от 18 литров 2005 года, но это все равно намного больше, чем та цифра, которая признана ВОЗ той, что приводит к вырождению нации. Друзья, если бы наше правительство только захотело отучить население от алкоголизма, оно бы это сделало. Но, во-первых,
Это колоссальнейшая прибыль государству и тем лицам, которые создают и продают алкогольные напитки. Ну а во-вторых, что может быть приятнее управления государством, в котором людям ничего не нужно, кроме того, чтобы прийти вечером домой и выпить. Друзья, что касается конкурса Навального. Да, это круто. 2-е место, небольшое количество подписчиков, 300 тысяч рублей потенциально в будущем, которые, надеюсь, все-таки появятся. И, конечно, огромное спасибо вам, тем людям, которые, во-первых, с самого зарождения канала здесь, которые были со мной, когда канал удалили и помогали потом распространять видеоролики и возвращать мою аудиторию. Спасибо вам за это огромное. Ну, друзья, я действительно был удивлен, когда на 1-м месте оказался не «Быть или». И потом я был еще больше удивлен, когда о «Быть или» вообще ничего не сказал Алексей Анатольевич. Я сначала такой типа «Чё? Это вообще как такое возможно?» И не дать никакого упоминания о нем, ну, это такой довольно значимый минус в сторону благосферы Алексея Навального, я считаю. Почему? Потому что конкурс называется конкурсом Навального, и вы мне можете хоть 100 раз сказать, что да он не занимался конкурсом, там было жюри, которое писало баллы. Конкурс Навального. Это было очень некрасиво, что «Быть или» был даже не упомянут. Такие дела, друзья. В общем, смотрите мои предыдущие ролики, обязательно подписывайтесь на канал и, пожалуйста, вступите в группу ВКонтакте. Вот прям зайдите сейчас и вступите. И вообще добавьтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Ну и всего тебе доброго, дорогой россиянин. Увидимся сегодня на стриме. Пока.